Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев, и вот основные темы выпуска. Во Владикавказе хотят открыть новый гипермаркет сети «Лента». Сергей Миняйлов встретился с руководством компании и обсудил дальнейшее сотрудничество. Мы закладываем язык, начиная с детского сада. В третьем детском саду Беслана занятия проходят одновременно на двух языках – осетинском и русском. Все благодаря эффективной полилингвальной системе обучения. Эмоции были непередаваемы, потому что мы никак не ожидали, что мы будем первыми. На всероссийских соревнованиях по гимнастике Северную Осетию представляют 150 спортсменов. Первые результаты уже есть в командном зачете. Подробнее в выпуске. Организацию гуманитарной и технической помощи участникам спецоперации обсудили на совещании под председательством полпреда президента ВСКФО Юрия Чайки. В режиме видеоконференц-связи в нем принял участие и глава республики Сергей Миняйло. Руководителям регионов напомнили о личной ответственности за решение вопросов обеспечения всем необходимым бойцов на передовой. Юрий Чайка также подчеркнул важность неукоснительного выполнения социальных гарантий военнослужащих, добровольцев и членов их семей. Отдельный пункт повестки – развитие военно-патриотической работы. Полпред отметил, к этому ни в коем случае нельзя подходить с формализмом. Требуется личное общение с молодыми людьми для формирования объективного мнения по актуальным вопросам общественно-политического развития субъекта и страны в целом. Сергей Миняйлов встретился с участниками СВО из Северной Осетии. За исполнение воинского долга медалью во славу Осетии награжден командир мотострелкового батальона на автомобильной технике Дмитрий Цхавребов, а командиру танковой роты Аслану Торчинову глава вручил именные часы. Сергей Миняйлов поблагодарил военнослужащих за преданное служение Родине, мужество и самоотверженность. Руководитель законодательного органа власти Таймураз Тускаев встретился с председателем правления землячества Алании ДНР Еленой Базаевой. Она не смогла присутствовать на мероприятии к Международному женскому дню. Таймураз Тускаев поблагодарил Елену Александровну за большой вклад в развитие волонтерского движения и активную жизненную позицию. Тот вклад, который вы вносите в становление новых республик, он трудно переоценим, и волонтерское движение, и помощь детям, которые попали в сложнейшие условия в 2014 году, и вот ваше взаимодействие с региональными властями, ваше взаимодействие с общественными организациями, с гражданскими активистами, они позволили очень много добрых дел осуществить. Елена Базаева родилась и выросла в Донецке, там же окончила школу и университет, но корни ее из Южной Осетии. С января 2021 года работает помощником депутата Народного совета ДНР, является полномочным представителем Комитета по делам ветеранов, инвалидов войны, труда и правоохранительных органов ДНР, глава осетинской диаспоры Донбасса. Мы бываем в госпиталях, вывозим на передовую ребятам помощь. Все, что делается в наших силах, стараемся оперативно решать все вопросы. Хотела бы поблагодарить Таймураза Руслановича Тускаева за встречу, за слова благодарности всем осетинам Донбасса. Сергей Миняйло поручил усилить пожарную безопасность в республике. О готовности региона к весенне-летнему сезону говорили на заседании комиссии. Глава региона отметил, что обстановка с пожарами в Северной Осетии достаточно серьезная. На сегодня зарегистрировали 288 случаев. Это в несколько раз выше уровня прошлого года. Из них 154 раза горел сухостой.
Сергей Миняйло призвал правительство и муниципальные органы власти усилить контроль пожароопасной обстановки на территориях. Как доложил начальник чрезвычайного ведомства Александр Харужий, с начала года к административной ответственности привлекли 19 человек. Кроме того, в республиканском МЧС проанализировали систему обеспечения пожарной безопасности и оперативно-тактические характеристики. Определили возможные места дислокации подразделений субъектовой противопожарной службы. Это станица Павлодольская, селение Мацута и Дзуарикау. С учетом развития туристической инфраструктуры местом дислокации выбрали и комплекс Мамисон. Российская торговая сеть «Лента» планирует открыть гипермаркет во Владикавказе. Перспективы сотрудничества обсудили на рабочей встрече глава республики Сергей Миняйло и представители руководства ведущего многоформатного продуктового ритейлера в стране. У самой большой в России торговой сети более 250 гипермаркетов. Компания давно рассматривала Северную Осетию в качестве площадки для открытия торговой точки и теперь готова вложить инвестиции в строительство крупного магазина. По словам представителей компании, один из главных принципов при открытии гипермаркета – высокая доля присутствия местных поставщиков. Сергей Миняйло попросил гостей детально продумать все возможные лояльные условия для товаропроизводителей республики. Детали реализации проекта представят на рассмотрение Совета по инвестициям, а затем, после их одобрения, стороны подпишут соглашение. 10 тысяч квадратных метров. В республике все большую популярность набирает полилингвальный формат обучения. В 3-м детском саду Беслана с детьми одновременно разговаривают на осетинском и русском. Эффективная методика преподавания уже дала хорошие результаты. За занятиями наблюдала министр образования и науки Элла Алибекова. Буквально 7 месяцев назад эти малыши не понимали осетинский язык. Сейчас воспринимают речь, знают значение слов и могут отвечать педагогам на вопросы. Демонстрируют воспитанники младшей группы это в форме игры. Занятия посвятили теме транспорта и правилам дорожного движения. Еще один урок провели с ребятами постарше. В детском саду 2 полилингвальные группы. Я сама по национальности осетинка, но думаю на русском языке. Мой сын, ходя в эту полилингвальную группу, мыслит на осетинском языке. Для меня, как для родителя, это огромный плюс, что мой ребенок знает больше, чем я, что у него мировоззрение шире, чем у его родителя. Чем больше ребенок знает языков, тем его мировоззрение, миропонимание, мироощущение будет богаче. Я много слов не знаю и многих животных не знаю, растений. Вот мы ходим гулять, и он разговаривает на осетинском языке. И я у него учусь. В группах больше 50 детей. Обучают на 2 языках – русском и осетинском. Так ребятам проще адаптироваться. Все под чутким руководством воспитателей. Все образовательные процессы проходят в основном на осетинском языке. Единственное, грамоту мы ведем уже на русском языке. Не только образовательный процесс, вообще в целом в группе все режимные моменты, что касается питания, одевания, такие моменты у нас все на прогулке. У нас работают педагоги, именно владеющие осетинским языком, которые прошли обучение при Соребкро именно в этом направлении. На занятии побывала Элла Алибекова, еще и показали музей, посвященный осетинским обычаям и истории. Министр отметила, важная задача ведомства – сохранение и развитие родного языка и культуры. Мы закладываем язык, начиная с детского сада. И чем более качественно будет язык, особенно вот эта мягкая модель, полилингвальная модель, которая в том числе направлена на знакомство с традициями, культурой Северной Осетии, она позволит перейти на уровень начального общего образования и уже детям быть более подготовленными к изучению осетинского языка. Через знакомство с родным языком, через часть русских слов, которые им уже знакомы, но встраиваться в предложение пока простые слова на осетинском языке, и видим уже, что дети владеют, они уже какие-то слова произносят. В новом учебном году в планах открытия еще несколько полилингвальных групп. Так, в 50% образовательных учреждений, в которых реализуют программу дошкольного образования, будут с самого детства обучать осетинскому. Алана Тумаева, Диана Каболоти. Новости Осетии.
Более 37 тысяч детей Северной Осетии отдохнут в этом году. На оздоровительную кампанию из бюджета республики выделили 232 миллиона рублей. Об этом сообщила руководитель профильного министерства Алина Айдарова в своем телеграм-канале. Уже начали готовиться. Сейчас обновляют реестр учреждений отдыха. В него включены 140 организаций республики, в том числе соцзащитные учреждения «Доброе сердце», «Горный воздух», Тамиск и комплексный центр соцобслуживания населения Алагирского района. Будут отправлять детей и на Черное море. Решается вопрос с покупкой путевок. На весенних каникулах в школах работают лагеря, в них отдыхают больше 7 тысяч человек. В апреле планируют отправить 120 детей и в санаторий Тамиск. Зайнаб Джибилова более 12 лет проработала старшей медсестрой в Бесланском центре, но последние годы помогает пациентам в Старом Батако. В село она приехала по программе «Земский доктор». С врачом, влюбленным в медицину, пообщалась моя коллега Тамила Кцуева. В Старом Батако Зайнаб Джибилову знают все. Она приехала в село по распределению в 20 лет, без опыта и знания астинского языка. Адаптироваться было сложно, но местные жители радушно встретили молодого врача и помогли освоиться. Сейчас, спустя больше 40 лет, она знает историю болезни каждого пациента. Я знаю каждую семью. Я даже знаю, если я иду на вызов, то я знаю, что меня там ждет. Потому что у меня очень много домашних родов, детей, которых я принимала, которые уже выросли. Интересная работа на селе. Но в какой-то момент захотелось идти дальше. Поэтому, когда в Беслане открыли медицинский центр, Зайнаб Джибилова устроилась туда старшей медсестрой приемного отделения и проработала 12 лет. А потом, когда в селении сменился главврач, позвонили и попросили о помощи. Звонил и сказал: Зиня, я понимаю, что с медцентра возвращаться в село, это да, работа здесь намного тяжелее, чем там, но селу надо помочь. Остаться равнодушной к такой просьбе не смогла. Вернулась обратно по программе «Земский доктор». За столько лет пациенты стали для нее родными. Она уже знает особенности и характер каждого, поэтому и работается легче. А в ответ получают искреннюю благодарность и уважение. Когда бы не обратились к Зине, в любое время дня и ночи она без всякой лени вставала и шла на помощь людям. Вот врач, казалось бы, вот такой должен быть. Это от природы, когда тебе дано талант, если есть врача, то получается врач. Коллеги о Зайнаб Гаджибутаевне отзываются как о профессионале своего дела. Всегда ответственная и доброжелательная, она найдет общий язык с каждым, а в маленьком селении это особенно важно. Многие люди ее хотели опять видеть здесь, на рабочем месте за работой, потому что она в работе очень ответственная, добросовестная и хороший специалист. Фельдшер регулярно проверяет самочувствие своих подопечных, но для полного обследования пациентов необходимо медицинское оборудование, которого нет. Поэтому в селение по составленному графику приезжают специалисты. Сделать флюро или маммографию в Старом Батако негде, поэтому приезда вот таких передвижных ФАПов местные жители ждут всегда. В день доктора обследуют порядка 30 пациентов. И это не предел. Например, сегодня проверить свое здоровье должны 40 человек. Она никогда не жалела, что выбрала путь медицины. Это не просто работа, а вся жизнь, признается Зайнаб Гаджибутаевна. И теплые слова пациентов только подтверждают. Однажды сделала правильный выбор. Тамила Кцуева, Артур Дудаев. Новости Осетии. Вокальные и хореографические номера. Около 300 ребят от 5 до 18 лет демонстрируют свои таланты на открытом муниципальном фестивале «Звезды Владикавказа». Мероприятие проходит во Дворце культуры металлургов. Ребята соперничают в 14 номинациях. Академический, народный, эстрадный вокал, классические, клубные и уличные танцы и не только. Направления самые разные. Выступление оценивает профессиональное жюри. Сильнейших наградят дипломами 1, 2, 3 степени, а самый лучший участник получит гран-при. Этот фестиваль проводится впервые, его планируют сделать ежегодным. У меня коллектив называется «Радуга». Мы выступаем очень часто на всяких концертах. Получаем разные призы. Сегодня мы пели «Птица счастья завтрашнего дня». Когда я выступала, у меня дрожали ноги, было волнительно.
Но потом волнение прошло, и сейчас я выхожу смело. В первую очередь развитие творческого потенциала. Я уверена, что сегодня зажгутся новые звезды. Он так и называется «Звезды Владикавказа». И, конечно, все это для того, чтобы поощрять и развивать творческие способности наших учащихся. Во Владикавказе стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Ступенька Олимпу». В турнире принимают участие 585 спортсменок из 19 регионов России. Из Северной Осетии более 150 гимнасток. Девочки выступают в групповых и в индивидуальных программах. Все подробности в материале Фатимы Дзадзоевой. За этой легкостью невероятная сила. Каждое движение доведено до совершенства. На высокие баллы можно рассчитывать, только выполнив все сложные элементы программы. А еще очень важны эмоции и музыкальное сопровождение. Они помогают сделать выступление запоминающимся. Всероссийские соревнования «Ступенька Олимпу» собрали 585 спортсменок из 19 регионов России. Только Северную Осетию представляют 150 гимнасток. Это и групповые, и индивидуальные программы. На турнире и команда ДНР, которая в республику приехала год назад. Получилось, что нас эвакуировали с города Донецка во Владикавказ. И вот мы год готовились. Надеемся, что у нас результат будет лучше, чем в том году. Мы усердно тренировались каждый день в хороших условиях, которые предоставили нам город Владикавказ. Соревновательная практика очень важна, потому что не будет азарта, не будет смысла. Дети не поймут, что от них хотят, зачем они напрягаются, а так они видят, для чего это все. На торжественной церемонии открытия участниц поприветствовал министр физической культуры и спорта республики Сослан Кочиев. Очень важно отметить, что эти соревнования собирают много команд, особенно с юга нашей страны. И также мы хотим сказать о том, что художественная гимнастика набирает небывалую популярность. И поэтому каждый этот турнир приводит к тому, что еще десятки детей приходят записываться в секции по художественной гимнастике. В первый день лучшей стала команда из Краснодара. Победители, говорят, ставили перед собой цель не просто правильно выполнять программу, но и справиться с эмоциями. Эмоции были непередаваемы, потому что мы никак не ожидали, что мы будем первые. Мы рассчитывали на второе, на третье, но никак не на первое. Когда нас вызвали, у нас действительно даже дрожали руки, но мы вышли и были безумно счастливы. Соревнования продлятся до 23 марта. Победители и призеры получат медали, дипломы и памятные призы Министерства физической культуры и спорта и Федерации художественной гимнастики Республики. Фатима Дзадзоева, Диана Кабалотти. Новости Осетии. Это все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.